28 сентября на базе социально-образовательного оздоровительного центра Салихова БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы состоялось торжественное закрытие лагеря «Солнечный садовник». В течение недели 15 ребят с синдромом Дауна и другими ограничениями возможностей здоровья осваивали профессию садовника. В этом им помогали профессиональные педагоги эколого-биологического центра «Лидер Эко», студенты Института педагогики и естественно-географического факультета, а также учащиеся уфимских школ. Ребята овладевали практическими навыками по уходу за растениями, учились пользоваться садовым инвентарем, знакомились с основными агротехническими приемами. Параллельно с детьми проводились и реабилитационные мероприятия. Завершением этого обучения стала закладка плодового сада. Вон она у нас стоит, все. А через лет 5 будут груши висеть. Ну, общение с природой, общение с землей, это, в общем-то, с этого все и начинается у человека. У меня самые теплые, самые яркие воспоминания с детства – это сенокос, посадка картошки. Для детей с ограниченными возможностями это чем хорошо? Простая работа. Она постепенно втягивает, приводит его в норму, стабилизирует. Она не требует больших напряжений. Вот. Мне кажется, это как раз то, что необходимо для того, чтобы дети постепенно изо дня в день, из месяца в месяц развивались и возвращались к нормальной, полноценной жизни. После закладки плодового сада всех ждал большой концерт и церемония закрытия лагеря, где ребятам вручили сертификаты о прохождении курса обучения. Поздравить участников проекта с этим радостным событием приехали почетные гости. Сегодня то, что я вижу, вот эту вот дружбу между разными, нами всеми разными, а мы с вами разные все. И поэтому я вижу эту дружбу, эти моменты, наверное, счастливых лиц. И то, что чтобы эта ваша дружба продолжилась и в дальнейшем, потому что здесь есть и несколько поколений, и есть много чего еще сделать совместно, поэтому хочу, чтобы ваш проект «Солнечный садовник», наверное, был и на следующий год, и постоянно, ведь очень и очень хороший помысл у этого проекта. Открывая торжественную церемонию, проректор по науке Наталья Суханова тепло поблагодарила всех, кто принимал участие в проекте. Еще разочек напомню, что благодаря поддержке Росмолодежи, которая осуществила финансирование программы «Солнечный садовник», она включает не только вот эту смену, но и занятия на базе эколого-биологического центра, на базе коррекционной школы 59 до конца этого года, то есть до декабря 2019 года. Я думаю, что мы еще не говорим «прощай», мы говорим только «до свидания», и еще будем вместе долго работать. «Солнечный садовник» – это совместная работа специалистов психологии, арт-терапии, преподавателей садоводства. Цель этого проекта, реализуемого при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, дать детям с ограничениями возможностей здоровья из Уфимской коррекционной школы номер 59 первоначальную профессиональную подготовку, помочь им в дальнейшей социализации и получении профессии. Проект, безусловно, очень важный. И мы первый раз, вообще у нас первый опыт в таком движении. Наши дети первый раз принимают опыт. Я думаю, для них это огромное. И самое важное даже не столько для солнечных детей, сколько для наших детей такой опыт общения с другими не совсем обычными детьми, чтобы они умели, терпимость больше развивалась, добро, надежда. На протяжении всей недели мы смогли понять каждого ребенка. Это было достаточно тяжело, потому что все дети у нас особенные, у всех есть какие-то свои привычки домашние, то есть они все впервые одни остались без мамы. И мы за неделю смогли, в принципе, раскрыть каждого ребенка. У нас все дети участвовали в мероприятиях. Мы старались понять их, помогать им в каких-то трудных ситуациях. И, в принципе, мы со всеми детьми нашли общий язык. Также дети, они очень хорошо подружились именно с волонтерами-школьниками, то есть они взаимодействовали между собой. И в целом эта неделя, она, я думаю, для всех останется запоминающейся.